Подпись, печать. Вот так с церемонии гашения юбилейной марки начался праздничный день в стенах парламента. Почетная миссия у первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и нынешнего Рустама Минниханова. Герб Татарстана – национальный орнамент, достопримечательности и достижения региона. Такая почтовая марка выпущена тиражом в 250 тысяч экземпляров. К столетию ТАССР создана и памятная монета. Номинал 3 рубля. На лицевой стороне герб России, на оборотной пара в татарских костюмах, исполняющая национальный танец на фоне Казанского Кремля. Эти юбилейные экземпляры теперь пополнят хранилище музеев и архивы республики. Аплодисментами и стоя на торжественном заседании приветствуют сегодня Президиум Госсовета Рустама Минниханова, Минтимера Шаймиева и Фарида Мухамедшина. Первым с докладом о столетии татарской АСР, ее истории и этапах развития выступает спикер парламента. 25 июня 2020 года в торжественной обстановке состоялась передача власти от Казанского губисполкома Временному революционному комитету во главе с Сахиб Гареем Саидгалеевым. Эта дата и стала днем образования ТАССР. Автономия позволила руководству республики тех лет реализовать целый ряд мер, отмечает глава парламента. Это привлечение в госаппарат национальных кадров, развитие нацобразования, культуры и искусства. В то время новые институты государственности формировались на фоне роста и экономики, и авторитета СССР. К 1980 годам объем промышленной и сельскохозяйственной продукции, произведенной в расчете на одного татарстанца, на треть превышал аналогичный показатель по СССР. Однако, производя столько же, сколько 3 прибалтийские республики вместе, Татарстан имел бюджет меньший, чем каждая из них в отдельности. В сознании общественности крепнет идея повышения государственного статуса Татарстана. Вслед за Россией 30 августа 1990 года под руководством Минтимера Шаймиева принимается декларация о государственном суверенитете. В этом году этому документу исполняется 30 лет. Разработана и утверждена Конституция Республики, учрежден институт президентства. Все это стало фундаментом в архитектуре современного Татарстана. Минтимер Шарипович сыграл огромную роль в возрождении государственности Татарстана на всех этапах своей политической биографии. Авторитетный и ответственный политик, в те годы он проявил исключительную смелость и дальновидность. Давайте по аплодисментами поблагодарим первого президента за его деятельность на благо Татарстана. Каким будет Татарстан, перешагнувший столетний рубеж? Какое место займет в обновляющейся федерации? В сетевом глобальном сообществе во многом зависит от нас с вами. Мы должны продемонстрировать, что у нас достаточно сил, прозорливости и достоинства не свернуть с избранного пути. О достижениях времен ТАССР рассказал и руководитель фракции КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов. Он отметил, это стало основой для развития Татарстана сегодня. Были какие победы, торжества, достижения, великие совершения, темпы развития всех отраслей народного хозяйства. Краткий экскурс в историю науки и образования времен ТАССР уже от ректора Казанского университета. Ильшат Гафуров рассказал о том, какой вклад научное сообщество внесло в развитие медицины, химии, промышленности и нефтедобычи. А за экономикой растет и поддержка духовных и культурных ценностей. В результате созидательной работы ученых исторические объекты древнего города Болгар и острова Града Свияжск были включены вслед за Казанским Кремлем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершающим стало выступление Рустама Минниханова. Он еще раз напомнил, декрет об образовании ТАССР имеет огромную роль в реализации прав всех народов, проживающих в республике. За короткое время была создана мощная индустриальная и научно-образовательная база. Произошел расцвет культуры татарского народа. Все это создало необходимые условия перехода к нынешней форме государственности Республики Татарстан. Несмотря на пандемию, мероприятия в честь юбилея в любом случае будут проведены, говорит Рустам Минниханов. 2020 объявлен годом столетия ТАССР на основе указа президента России. Я бы попросил, уважаемые коллеги, аплодисментами поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича за данный указ. Напомнил президент и о медали, которая учреждена в честь юбилея. Сегодня ее получили те, кто оказал влияние на развитие татарского парламентаризма. Первым наградили Фарида Мухамедшина.
Юбилейной медалью награждены ветеран труда Валентина Липужина, депутат Госсовета Марат Галеев, ветеран труда Евгений Богачев. Торжественная сессия завершена, но увековечивание событий времен ТАССР и памяти деятелей продолжается. Выполнить эту задачу ведомствам, общественным и научным организациям рекомендует новое постановление Госсовета. Кто за, прошу проголосовать. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.